Наверное, более спокойные, закрытые. В городах закрытые. Немножко удаляясь куда-то в глубинку, народ все же немножко более становится как-то более открытым все же в общении, то есть могут подойти, что-то просто поговорить. А вот в городах народ зажатый. Вот зажатый, наверное, лучшее слово. Понемножечку исправляется эта ситуация. Все же народ начинает понимать, что как-то предоставлены сами себе. Стесняются самих себя даже. Лет 10 назад, по-моему, даже менее люди зажаты были. Многие не выезжали из своих деревень, из своих городов годами. Последние путешествия у них были лет 20 назад. Почему, непонятно. Нету такого, чтобы люди хотели жить плохо. Бред. Могут не знать как. Могут сомневаться. Но обычно все хотят. Хорошо. Искусство особенно, оно, наверное, у нас очень сковано. Какие-то события, если происходят, они закрытые. Они в каких-то тусовках. Хотя вроде бы они есть. Иногда удивляешься, что они есть. Мне кажется, это очень хорошо проявляется, наверное, в архитектуре. У нас очень шаблонный, например, ремонт городов. Он Ctrl-C, Ctrl-V. Абсолютно одни и те же производители. Там плитки, одни и те же какие-то столбики, одно и то же. Оно просто клонируется. Теряется какая-то, наверное, самобытность этих же городов. Ведь там же есть какие-то, свои собственные мастера. Почему они ничего не хотят сделать, попробовать? Они же могут, у них есть все. Явно у них есть какое-то там образование или хотя бы просто собственное представление. Если нету представления, ты можешь найти специалиста и предложить ему это. Он может это реализовать лучше. Я, в принципе, в детстве только на белорусском разговаривал. Но так как окружение, школа и все остальное на русском, поэтому все же русский основной. Мы все билингвы. У нас у всех, по сути, 2 языка вшито. Причем, по произношению, по всему мы более-менее с обоими нормально справляемся. Я обычно поддерживаю какие-то проекты, если они белорусскомовные. За язык в обществе в основном на самом деле отвечают дети. Вот нас с вами, по сути, как-то научили в школе, мы выросли. Сейчас мы начинаем учить детей, у кого уже есть. Язык не на государственном уровне возникает. Он не возникает ни в каких университетах или институтах. Он возникает среди людей, причем забавно, но действительно, скорее, среди детей. Искусственно что-то возрождать сложно. Можно пробовать, но малорезультативно. И вообще, в принципе, языки, они меняются, изменяются по мере надобности людей. Бояться этого не надо. Поддерживать можно, почему нет. История человечества большая. Языков было тьмущее, огромнейшее количество. Ничего страшного не произошло. Все идет так, как оно должно идти.